Валенки, они в Африке валенки. Гораздо интереснее посмотреть, как делают бурки. Легендарная обувь генералов, маршалов, генсеков. Их носили Хрущев, Брежнев, даже Фидель Кастро. В поиске идеальной теплой обуви я обнаружил бурки. Бурки — это разновидность валенок на кожаной подметке. Их прадедам, которые появились в Сибири и на Урале уже несколько веков. Бурки считаются дороже и лучше традиционных валенок. Поэтому такую обувь и в старину могли себе позволить только дворяне, князья, ну и царь. В конце 20 века появилась мода на этническую зимнюю обувь, и бурки получили новую жизнь. Андрей Анатольевич один из тех мастеров, кто собственными руками возрождает эту традицию. Я решил попробовать податься к нему в подмастерье. Сейчас мы на самом начальном этапе производства бурок, и при помощи пресса и войлока будем изготавливать какие-то детали. Я ведь верно говорю? Ну, совершенно верно. Это будут вот такие формочки острые, которыми мы рубим войлок уже готовый. Вот он плотный, очень хороший. И дальше уже сшивается, вот деталька. Получается уже вот такая берца обувная. Что мы делаем? Отрезаем войлок, основу, кладем детальку, включаем станок и начинаем процесс. Станок поворачивается, он очень легко двигается и вырубается первой деталькой. Происходит такая хоп, все, у нас готовая деталь. После того, как мы все скроили, подготовили, сшили, пришили кожу, у нас в итоге получается вот такая заготовочка. Ну вот это вообще крашена вручную кожа. Она изначально была белая. Видишь, внутри тоже везде войлок. Получается, осталось только подошву пришить. Ну, это легко сказано, только подошву пришить. Подошву мы тоже, кстати, собираем сами. У нас на подошве тоже идет слой войлока, видишь? То есть она вот такая. Ну, выглядит, будто бы она может промокнуть легко. Это так кажется. Мы потому что делаем пропитку специальным составом, и вода сюда вообще не проходит. Никита, вот как раз окончательный результат, который у нас получается. Вот такие вот бурочки. Но их трудно назвать бурками. Бурки как раз вот они, которые я тебе рассказал, 51-го года выпуска они. Посмотри, они еще на деревянных гвоздиках. Посмотри внимательно. Да. Видишь? Это шпилька называется, деревянная. Вот такая тут история. Как я понял, бурки — это стильная альтернатива валенкам. Их можно носить как в деревне, так и в городе. Тем более, каких только разновидностей нет. И еще один интересный факт. Вот эти маленькие бурки для детей называются бурчата. Ну, мило же. Как говорил Суворов, ноги надо держать в тепле, а голову в холоде, чтобы вам легко думалось и хорошо работалось. Никита Гуров, Руслан Бигбаев специально для Горы новостей.